Еженедельное совещание в правительстве начинается не как обычно с повестки дня и докладов. Глава Ингушетии представил собравшимся нового первого зампреда правительства республики. Индира Сагова в своей профессиональной деятельности занимала различные посты, в том числе была вице-премьером, руководителем аппарата правительства. У нее будет социальный блок в целом. Это здравоохранение, образование, культура, наследие и контуризм. Вы знаете, она в этой части человек известный, и ее знают. Значит, это очень важное направление, поэтому у нас ситуация, все министры на месте. Бокова будет у нас министр образования. Еще одно кадровое изменение и в администрации главы и правительства региона. Борис Паров назначен начальником контрольного управления. Я думаю, принципиальность и правильность человека нам понятна. Сразу просил бы начальника контрольного управления, поднимите все поручения главам городов и районов. И неисполненные мне прям поэтапно, это неделя, месяц, неважно, поэтапно берите поручения и их исполнение. Борисов у нас переходит на другую работу, Росреестр по Республике Ингушетия. У нас много споров, судебных решений, незаконных, но много, вы сами знаете, проблем там много. Вот, поэтому на сегодняшний день принято решение руководством Росреестра России 25 числа. Надеюсь, он приступит к работе. Далее уже обсуждение тем повестки. Военный комиссар Ингушетии доложил о ходе проведения осеннего призыва и отборе граждан на военную службу по контракту. Военком отметил, что республика перевыполнила план Министерства обороны по контрактникам, а вот по призыву есть недочеты, в частности в работе по оповещению граждан призывного возраста. Неудовлетворительно проходит оповещение граждан. Задание установлено в республике 215 человек, из них 35 водителей. Ресурс, который находится в республике, у нас имеется, он позволяет перекрыть эту норму во много раз. На сегодняшний день из 8722 граждан, подлежащих оповещению, повестки вручения личными всего лишь 243 призывникам, что составляет 2,8%. На 953 человека представлены сведения, что они выбыли за пределы республики, на 1043 человека, что они не проживают по месту прописки, и 380 повесток были переданы родителям призывников. Здесь бы хотел отметить то, что по поводу граждан, которые не проживают, и по поводу граждан, те, которые выбыли за пределы республики, кроме того, что они выбыли, других сведений не представляется. То есть мы не можем этих граждан снять с учета, они по-прежнему остаются у нас на учете. Глава региона призвал глав муниципальных образований и военных комиссариатов вести тесное сотрудничество в вопросе призыва. Также отметил, что, будучи ответственным за призывную кампанию в регионе, будет требовать исполнения закона Российской Федерации о военной службе. Вот давайте, значит, транспортной милиции, прокуратуры, транспортной, вот и пусть совместно алгоритм выработайте и займитесь этим вопросом. Надо объяснять людям, что у него будущее и продвижение по службе, по работе. Хоть через 10 лет, вот он, если не служил в вооруженных силах, срочную службу, ему закрыта дверь. Вы проревизировали все отделы, управления, муниципалитеты, где на службе находятся лица призывного возраста. Осталось 58, это непосредственно министерство, ведомство и муниципальное образование. Порядка 245 подведомственных организаций, министерств и муниципальных образований. Срок до конца пятницы этой недели крайне поставлен. Так, это крайний раз, Любовь Павловна. Значит, просто увольняйте. Чтобы это было законно, если у него повестка, список дайте, прям в кабинет пусть военком или комиссариат приходит и отдает. Кто служить отказался, он не должен работать. Ни один человек. Контрольное управление записывай. В последующем совместно с управлением главным кадров
займитесь этим. И если какой-либо начальник у себя хоть одного найдем, значит, начальник тогда будет отвечать. Попрошу Виталия Викторовича, спросите, пожалуйста, у федеральных структур, Росприроднадзоры, Роспотребнадзоры, значит, у нас много федеральных структур. Их около 50. Я и говорю, вот 50, вот пусть они вам дадут совместно. Потребуйте это, вы имеете право. И военкому он с вам сверху даст. Независимо, конторно-надзорные они, правоохранительные они. Это всех касается. Это закон. И указ президента, весенний, осенний, выходит указ, Заурбек Мусаевич. Вот указ, вот невыполнение, это невыполнение указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я хочу, чтобы вы это понимали. Второй вопрос в повестке совещания «Национальные проекты». Ингушетия в 2023 году принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов. По 5 из них регион по срокам исполнения находится в зеленой зоне. Контракты запланированы к подписанию в 2023 году, практически все подписаны. Кассовое исполнение на сегодняшнюю дату составляет 4 миллиарда 695 миллионов. Это 68,2%. О подготовке к проведению международного кинофестиваля «Золотая башня» доложила представитель Минкульта Республики. Фестиваль пройдет с 5 по 29 октября. Ежегодно «Золотая башня» собирает кинематографистов, актеров, зрителей. За время его существования здесь представлены кинокартины режиссеров из 25 стран. В этом году увеличена как география, так и число участников. В программе конкурсных показов кинофестиваля представлено 50 фильмов из стран зарубежных: Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия, Чехия, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия. Это игровые и документальные фильмы. Игровых 20 и документальных 30 фильмов, в том числе 20 фильмов республик Северного Кавказа. В конкурсе ежегодно также участвуют фильмы Республики Ингушетия. В этом году заявлено 3 фильма, это документальные фильмы. 30 октября в Ингушетии будут вспоминать жертв событий осени 1992 года. Традиционно основное мероприятие пройдет на территории мемориального комплекса Гуазот-Кашмеш в Назрани. К 30 октября должна завершиться реконструкция мемориального комплекса, которая проводится на средства благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Также 30 октября при содействии Фонда развития Республики Ингушетия с 12 часов на территории комплекса планируется раздача продуктовых наборов родственников без вести пропавших и малоимущим семьях в пригородном районе. В целях обеспечения общественного порядка и мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий будут привлечены силы и средства МВД Республики, Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, МЧС Республики Ингушетия, Минздрава. На совещании обсудили и проведение сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Золотая осень» в Дашогуйре. В этом году она приурочена ко Дню работника сельского хозяйства, а также 30-летию образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики. Пройдет она 4 ноября. В рамках праздника планируется награждение лучших работников сельского хозяйства и победителей конкурсов «Лучшее подсобное хозяйство» и фестиваля цветов. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.